Вирусонастороженность стала частью нашей жизни. Наше здоровье зависит прежде всего от нас. Особенно сейчас, когда многие ограничительные меры уже сняты. А впереди нас ждет еще сезон гриппа. Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе «По сути дела». Именно от гражданского сознания людей зависит, будет ли вспышка очередная или не будет. Вы будете сами вакцинироваться от коронавируса? Кроме коронавируса, грипп и пневмококковая инфекция. Эпидемия будет продолжаться в лучшем случае до марта месяца, в оптимальном случае до сентября следующего года. То есть люди не должны бояться. Уже все механизмы, как справляться и что делать, есть. За период пандемии мы научились жить с коронавирусом. Сейчас врачи изучают все возможные варианты развития событий. Среди основных задач – не допустить вторую волну. О том, как обеспечить безопасность населения, мы поговорили с главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии Республики Анной Казак. Анна Андреевна, здравствуйте. Приветствую вас в своей программе «По сути дела». Мы обсуждаем здесь актуальные вопросы. И сегодня, конечно, один из актуальных вопросов, накануне, кстати, вашего профессионального праздника. Как бы вы оценили работу своих коллег, работу вашего центра в период пандемии? Да, действительно, у нас 15 сентября – это наш профессиональный праздник. И за время существования службы у нас работают не только врачи, не только околомедицинские специальности, это и биологи, и химики. Кроме того, у нас сейчас в наших подразделениях работают юристы, экономисты, технологи. Через 2 года, в 2022 году, будет 100-летие службы. Мы готовим масштабные мероприятия и на уровне республики, тоже мы готовимся к этому юбилею. Так вот, те специалисты, которые сейчас привлечены к этой работе, к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в республике, спектр очень широкий. И как раз они были задействованы все в том, чтобы отработать профессионально, быстро, максимально, без потерь в пандемию. Какая основная задача Центра гигиены и эпидемиологии была в период, скажем, самого пика? Насколько я понимаю, в самом начале, в марте, в апреле, только ваш центр проводил исследования, только потом подключились другие. Что удалось сделать, что было сделано в этот период? Во-первых, о том, что существует это заболевание и есть риски, мы узнали в начале года, когда наши дальневосточные коллеги уже на рубежах страны с Китаем уже начали работу. И в тот момент, когда вирус вошел в нашу страну, мы уже были готовы. Этот вирус был новый, механизмов работы с ним никто не знал. Период эпидемиологического процесса и как он будет развиваться как в коллективе, так и вне коллективах, тоже наработанного опыта не было. Все мы проходили как школьники впервые. И, к счастью, на основании всех шагов, которые были сделаны, сформировалась на сегодняшний день система уже хорошей, стабильной, реальной работы в очагах по эпидемиологическим расследованиям. Что делается вашим центром, чтобы не допустить распространения вируса в образовательных учреждениях? Основная, конечно, задача – это, я ее рассматривала как основную, наряду с любыми профилактическими мероприятиями, это снизить эмоциональную нагрузку на население, детей в том числе. То есть люди не должны бояться. Уже все механизмы, как справляться и что делать, есть. Ну а медицинские инспекторы, которые были введены по инициативе Ради Фаича, как вы с ними взаимодействуете и взаимодействуете ли? Это, насколько я понимаю, тоже достаточно такое ноу-хау, которое позволяет охватить действительно все 1000 с лишним школ. Мы их обучили, в том числе напомнили и нормы гигиенические, санитарно-эпидемиологические. Мы их обучили. Пока они еще должны наработать опыт свой в школах. Да? И, безусловно, по любым вопросам любого мединспектора в санитарно-эпидемиологическом плане у нас есть телефоны и горячие линии и по защите прав потребителей. А почему? Я всегда отмечаю, что защита прав потребителей имеет
такую же важную роль, как и здоровье наше, потому что мы являемся потребителем услуг, в том числе образовательных, родителей, и в том числе и медицинских. Поэтому вопросы возникают разные, не только медицинские и здоровье, но и по защите прав потребителей. И мы, конечно, здесь подставляем свое плечо, объясняем. Вот сейчас прошли первые дни нового учебного года. Есть ли какие-то уже, скажем, такие обращения, есть ли какие-то очаги, есть ли какие-то вирусные вспышки, которые можно отметить, и как вы на это реагируете? Ну, пока, слава богу, вспышек нет, очагов тем более нет. А есть единичные случаи, когда у деток выявлялось повышение температуры. А здесь надо сказать, что фильтры в школах, организованные фильтры, то есть измерение температуры на входе у детей работают великолепно и выявляется сразу. И ничего, как сказать, то, что вызывает особую тревогу, пока не произошло, но это говорит о том, что надо быть начеку, внимательным. В Европе сейчас все-таки ожидаются, и уже где-то даже пришла вторая волна. Есть ли у вас опасения, что вторая волна может прийти к нам? Вирус новый, как мы года с вами не прожили с ним, мы не знаем период его развития и будет ли подъем заболеваемости. Я все-таки рискую предположить, что не будет. Почему? Объясню. Потому что мы с вами уже научились жить с этим вирусом, мы знаем, что нужно сделать, чтобы не заболеть. А мы с вами уже имеем совершенно другую ситуацию по популяционному иммунитету, не такая, как была в начале года. У нас уже у людей есть популяционный иммунитет. Проводятся исследования, те же эпидемиологи, Роспотребнадзор, мы в том числе, мы смотрим, сколько людей обследовано, сколько на антитела. Тем самым мы понимаем, что формируется прослойка общества, которая будет иметь иммунный, как сказать, статус уже к этому заболеванию. Но это один из, как сказать, показателей. И поскольку вакцина уже есть сегодня, и вакцинация от коронавируса не за горами, это тоже вселяет не только надежду, но и уверенность в том, что это, как и другая вакцинация, нас ожидает и грипп, и пневмококковая инфекция. Это все будет только в плюс того, чтобы мы не допустили никакой второй волны. Когда мы ожидаем вакцинацию? В сентябре уже, в конце, да? Та первая вакцина, которая вышла и сегодня уже зарегистрирована, она в Московской области, там контингенты уже определяются, кто в первую очередь будет прививаться и так далее. И далее я думаю, что в конце сентября, в октябре мы уже можем здесь ее ожидать. Как вы считаете, вообще вакцинация станет преградой для распространения ковида? Вы знаете, у меня простой ответ. Я, когда смотрю на цифры по заболеваемости гриппом, да, и вижу, что ежегодно перед нами есть некие цифры. Да? Перед нами, как федеральным учреждением, Роспотребнадзор ставит всегда задачи. Если в прошлом году у нас 45% населения должно было привиться, и мы в республике превысили этот показатель, и заболеваемость гриппа у нас ежегодно, она понемножку, но она снижается. Летальность от гриппа, от этого тоже тяжелого заболевания. Извините, перебью. Летальность от ковида в республике, она намного выше, чем от гриппа? Ну, она выше, но это не те там беспокойные цифры, когда люди озвучивают, что это что-то. У нас есть ряд других заболеваний, в том числе вирусные, которые, так же как коронавирусная инфекция, которые могут являться пусковым механизмом для людей с хроническими заболеваниями. И обычно такие люди, к сожалению, гибнут от этой инфекции. Это какие вот? Это как предрасполагающие заболевания к утяжелению болезни. Да, это заболевания легочной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, тяжелые формы онкологических заболеваний. То есть, насколько я понимаю, вы все-таки достаточно с таким осторожным оптимизмом смотрите, что мы уже научились или приспосабливаемся к жизни в условиях ковида, и скоро это будет уже такая какая-то проблема, как раньше, как мы сейчас относимся к тому же гриппу, да? Да, безусловно. Конечно, так же, как к гриппу, надо быть, безусловно, внимательным. Да, однозначно нужно прививаться. И нас с вами сейчас уже ждет эта прививка, и я всех призываю прививаться, потому что, вы знаете, я выражу свое личное мнение, да, что у нас все системы организма должны быть тренированы. Да? Мы тренируем зрение, мы тренируем память, мы тренируем мышечную систему. Вот иммунитет, он тоже должен тренироваться у нас, будем так говорить. Поэтому выработка антител,
она должна происходить и должна нас защищать, что нас и спасет. Ну, вы достаточно напряженно работали, я знаю, вот в этот период весенний. Ну, мы до сих пор работаем круглосуточно, да, и мы до сих пор, конечно, также напряженно работаем, потому что ну, здесь, понимаете, здесь не только наши профессиональные качества важны, а почему я вот всегда все-таки делаю упор на эмоциональную составляющую, потому что все новое, все пугает. И чтобы люди не сделали неправильных действий, да, от того, что они боятся, им нужно разъяснять и гасить панику и истерию среди населения вот, касаемо коронавирусной инфекции. Насколько удается центру обеспечить всестороннюю безопасность все-таки наших жителей? И есть ли сферы, где необходимо приложить еще дополнительные усилия? Ну вот здесь, конечно, мы увидели то образовательные программы для населения, разъяснения. Здесь вот нам надо больше в люди выходить, разъяснять, говорить. И не только по эпидемиологическим значимым, да, вопросам, как мыть руки, как носить маску, как общаться среди там, большого количества населения, это касаемо коронавирусной инфекции. Ну и кроме того, полезное питание правильное. Мы являемся, Республика Башкортостан, и вот наши лаборатории являются пилотными лабораториями в рамках национального проекта «Демография». Мы сейчас исследуем, что у нас продается в магазинах на полках есть из нашей продукции, нашего производства, какого она качества, небезопасности. У нас безопасность соблюдается, нам важно узнать качество. То есть достаточно ли белка в этом продукте, насколько там, химический состав этого продукта не содержит там, каких-то незаявленных или вредных или нежелательных примесей и так далее. То есть и людям нужно разъяснять, что ваше здоровье напрямую связано с вашим поведением, как пищевым, так и поведением в режиме дня. То есть здесь надо просто беседовать чаще с населением. Спасибо. Это была Анна Андреевна, руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Республики. Ковид-госпиталь при клинике Башкирского государственного медуниверситета закрывается. На его базе будет открыт пульмонологический центр. Здесь будет оказываться помощь при тяжелых формах пневмонии. Ректор БГМУ Валентин Павлов призывает жителей республики не расслабляться и соблюдать все санитарные нормы. Валентин Николаевич, рады видеть вас в программе «По сути дела». Здравствуйте. На днях появилась информация, что вы закрываете свой ковид-госпиталь БГМУ, который внес достаточно существенную роль в борьбу с пандемией. Не говорит ли это о том, что все-таки сам пик пандемии у нас в республике проходит или прошел? Мы идем на определенном плато. Но мы должны понимать, что вирус не ушел, вирус никуда не делся. И наши математики, и эпидемиологи все единодушны, что если вот мы так же будем идти, как идем сегодня, эпидемия будет продолжаться в лучшем случае до марта месяца, в оптимальном случае до сентября следующего года, потому что должен набраться популяционный иммунитет. То есть, в принципе, людям нужно еще набраться терпения, и вирусонастороженность должна сохраниться. Научиться жить в современных условиях. Мы учимся этому. Да, мы учимся. И система здравоохранения, и все общество, и много вопросов поднял вирус, социальных вопросов, общечеловеческих вопросов, медицинских вопросов. Как вообще оцениваете деятельность и вашего ковид-госпиталя БГМУ, и вообще системы здравоохранения в целом в период пандемии? Много оценок, и организационных оценок, и человеческих оценок, профессиональных оценок. Я думаю, еще будет разбор полетов не один. Но в целом мы говорим о чем? О том, что, во-первых, нам удалось на первом этапе удержать пандемию в системе здравоохранения. Героически республиканская клиническая больница выстояла первый удар. И нужно говорить, первый удар именно они приняли, да? Да, и нужно говорить им спасибо, хотя их критиковали, но на самом деле люди ценой своего здоровья, ценой самоограничения. Что-то сделано было правильно, что-то было сделано неправильно, но ценой героизма наших врачей, медицинского персонала нам удалось остановить вирус в стенах одной больницы
не дать моментально распространиться по республике. А что было сделано неправильно, чтобы сейчас, если отмотать назад, надо было бы, может быть, сделать по-другому? Ну, нельзя было закрывать больных вместе со здоровыми. Но это сейчас мы понимаем, это сегодня мы понимаем. А тогда это было, как всегда, неожиданно, и не были готовы ни обсерваторы, не были готовы шлюзы, изолирующие средства, медикаменты. И вот тогда... Задним умом, да, конечно. задним умом мы всегда крепки. Да, да. Если говорить о медицинских работниках, то насколько вот поразил вирус медработников? Ну, у нас на сегодняшний день около 300 медработников считаются доказанно переболевшими на рабочих местах. Но это достаточно большой пласт, более 10-15%. Это самый, наверное, большой пласт среди населения, ну, профессиональной группы, да, то есть все равно это на передовой. Да, но опять же, вот мы когда открывались, мы уже были готовы. Вот наш ковид-госпиталь университетской клиники, он был открыт в середине апреля. И вот то время, которое нам дала республиканская больница возможность подготовиться, мы подготовились, у нас в госпитале не заболел ни один сотрудник. Ни один. Потому что... А сколько прошло у вас больных? У нас прошло около 1500 больных, а сотрудников у нас прошло около 250. У нас госпиталь еще и учил людей. Мы ротировали большое число и профессорско-преподавательского состава, студентов, в том числе иностранные студенты работали и продолжают работать в ковид-госпитале. Это позволило нам и обеспечить студентами, ординаторами выездные бригады, позволило закрывать в экстренном порядке вспышки в психоневрологических интернатах, в других больницах, выездную работу активизировать. То есть госпиталь, наряду с тем, что лечил, он еще и учил. Вы достаточно большой опыт наработали вот в вашем ковид-госпитале БГМУ. Может ли он пригодиться в дальнейшем при лечении, вообще в лечении других заболеваний? Мы наработали компетенции. Самое главное, мы наработали большой учебный материал и большой научный материал. Помимо спасенных человеческих жизней, восстановленных здоровых людей, и мы на базе нашего госпиталя открываем пульмо-центр. То есть центр, никуда не уйдут реаниматологи. Также будем лечить с тяжелыми пневмониями пациентов. Здесь мы понимаем, что наступает осень, и на фоне пандемии ковид-инфекции мы очень боимся, и мы пока не знаем, как будет сочетание гриппа, аденовирусной инфекции, ОРВИ обыкновенного с новой ковид-инфекцией. То есть эти компетенции помогут в том числе вирусные вот эти опасности преодолеть? Закрыв госпиталь ковид, мы освободим места для тяжелых пневмоний другой этиологии. Потому что сегодня мы говорим о том, что мы, во-первых, это новые вызовы, никто не знает, какие будут следующие. Какие будут следующие. Но мы готовы взять, например, гриппозную тяжелую пневмонию, бактериальную тяжелую пневмонию. Как вы считаете, вот открытие нового клинического инфекционного центра, инфекционной больницы новой, насколько это актуально? Во-первых, здесь нужно сказать большое спасибо руководству республики за вот это решение, которое удалось провести в жизнь и быстро, и качественно, и современные технологии, конечно. И многие регионы взяли наш опыт себе, и действительно цена этой больницы – это огромное количество спасенных жизней. Мы просто не можем себе представить, насколько реально эта инфекционная больница помогла республике. На будущее пока принято политическое решение передавать эту больницу университету, и мы готовимся принять эту больницу, разместить там детское инфекционное отделение, педиатрические, и мы рассматриваем как филиал больших федеральных центров, привлекать центр Димы Рогачева, эндокринологический центр, онкологический центр, то есть такую делать многопрофильную больницу. Сохранить обязательно инфекционный корпус, респираторный корпус. Это можно делать. И когда больница эта строилась, там сразу были предусмотрены помещения для научного блока, для образовательного блока, лекционный зал построен. То есть она и строилась как хорошая больница
21 века. С перспективой. Да, потому что все наши больницы в той или иной степени являются базами университета. Нет ни одной больницы, где бы не учились студенты. Но это правильно. Как они станут врачами, если они не будут видеть своих пациентов? Правда, что конкурс в медуниверситет в этом году существенно вырос? Конкурс вырос во все медицинские вузы, и наш вуз не исключение. Особенно радует конкурс среди целевиков. Существенно вырос конкурс среди целевиков. Целевики, они на конкурсной основе тоже? На конкурсной. А решение о том, чтобы в случае, если направляется целевик с района, оно наконец-то заработает, то есть поедут наши целевые студенты, которые учатся на бюджетной основе, в тот район, в который его направили? Только у нас одна пока политика. Пока это пряник. Но сегодняшнее законодательство... Пряник заключается в каких-то деньгах, да, которые выплачиваются? Земский доктор? Земский доктор. Миллион, если врач-специалист возвращается в район. Пока вот уговоры, пряники и так далее. Пока еще кнут не было пока кнута. еще не заработал? Кнут еще пока не заработал. Нужен ли кнут? Но современная нормативная база, федеральное законодательство, оно предусматривает двукратное возмещение стоимости обучения, если целевик не вернется в тот район, в ту больницу, которая была заказчиком его целевого. Ну, то есть он работает, кнут есть, то есть? Есть, но прецедентов пока не было. Другие регионы имеют эти прецеденты, когда больницы судились и применялись меры, и возвращались деньги. У нас пока такого не было. Но вообще, вот вы видите по кадрам, которые все-таки молодые кадры, я вижу просто по каким-то фамилиям, которых я знаю, которые возглавили больницы в районах, причем достаточно в молодом возрасте. Вы видите здесь изменения, что все-таки молодые кадры поехали в районы? Или пока это как о тенденции говорить сложно? Пока сложно говорить об этом как о тенденции. Нам уже хотелось бы, чтобы молодежь поехала. Но вот сегодня у нас, грубо говоря, из распределения ординаторов, где-то мы видим сегодня средств 700 ординаторов, 350 в Уфа, 350 района. То есть миллионный город Уфа забрал половина, и 3 миллиона вся остальная республика, еще половина, да? Ну, то есть работы здесь достаточно получается, много. Да, получается опять концентрация врачей в миллионнике. Основная дорога – это создание все-таки достойных условий для того, чтобы они там могли себя проявлять и профессионально, и, скажем так, культурно. Чтобы врач работал на селе, мы должны понимать, что там, как он, где и как будет развиваться село. Это в целом большая геополитическая задача России в 21 веке. Это изменение жизни на селе. А телемедицина здесь может стать какой-то панацеей, или может ли она где-то помочь? Я думаю, это произойдет очень быстро. Мы с вами не заметим, как появятся чипы, как появятся какие-то контролирующие устройства. И мы будем, если у нас с вами будет завтра какой-то браслет, который будет измерять артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы, то диспансеризация у нас будет в телефоне. Вот эти вызовы 21 века, насколько они поменяют наше следующее десятилетие. Как быстро мы перейдем в цифровую экономику. Как быстро мы перейдем в цифровое здравоохранение. Но вы видите в этом плане какие-то движения, что мы идем по этому пути? Ну, и республика идет по этому пути, и медицинский университет идет по этому пути. Мы недавно буквально показывали главе республики новый корпус цифровой медицины, который мы строим. И там уже работают наши айтишники совместно. Где вы строите его? Здесь, на территории университета. Когда он появится? 1 сентября следующего года. 1 сентября следующего года будет центр? Да. Мы делаем хороший центр такой. И у нас уже приезжает, работает там известный профессор Йохан Мау из университета Кайзерслаутера, заведовать кафедрой высшей математики к нам. То есть мы вот делаем такую современную IT-платформу делаем. Сейчас уже прошли первые дни. Как удалось подготовить? Кто это люди, медицинские инспектора, насколько я понимаю, это в основном ваши подопечные. И как он будет работать? Инициатива медицинского инспектора – это инициатива
Хабиру Ради Фаритовича. Здесь сразу давайте поставим, да, это инициатива правда, да. главы республики. Да. Она родилась, конечно, не на пустом месте. Мы такую сделали патронажную службу в общежитиях. В общежитиях всех вузов мы сформировали еще весной этого года вот систему вот таких инспекторов. И Ради Фаритович уже экстраполирует эту систему на всю республику. И мы сформировали группу ребят, больше 1000 человек. Это медико-профилактическое дело, 3, 4, 5, 6 курсы. Это лечебное дело и педиатрический факультет, 5 курсы. Для них это практика по эпидемиологии, а для участкового терапевта, с одной стороны, участкового педиатра, и для директора школы или зауча школы это помощник, который работает вместе с ним по обеспечению санитарно-эпидемического режима в школах, по реализации указа главы. Сколько они примерно проработают? Они должны отработать 2 недели. 2 недели, вот это самое 2 недели, да, самое главное. начало года, а потом мы подведем итоги, посмотрим и посмотрим, куда эта тема медицинского инспектора будет двигаться, как будет двигаться. И мы были первыми в России. Большинство регионов уже берут наш опыт и в той или иной степени применяют у себя. Берегите свое здоровье. Призываю вас всех к сознательности. Вирус мы можем победить только вместе. Я с вами прощаюсь до следующего эфира, а впереди наш традиционный блиц. Вы будете сами вакцинироваться от коронавируса? Обязательно. Кроме коронавируса, грипп и пневмококковая инфекция. И от гриппа, и от коронавируса И рекомендуете? обязательно. И всем рекомендую и обязываю. Реально можно погибнуть от того, что ты не сделаешь прививку от гриппа. Самая простая профилактика от гриппа. Здоровый образ жизни. Я всегда начинаю со слов: это хорошее настроение, это здоровая вкусная еда, хорошая музыка, фильмы, ну а затем уже, может быть, витамин С. Как вы поддерживаете свое здоровье? Режим дня стараемся держать, при нашей работе это не так легко, но тем не менее здоровое питание, режим дня и занятия спортом. Самые примитивные советы, которые есть: больше гулять, на свежем воздухе, правильное питание, больше спорта. Вот это работает.